Так, избушка, наверное, чуть-чуть, конечно, ну, не хватает света, но вкратце я расскажу, что хочу сделать. Вот у меня здесь, когда здесь я ставил трубу, я прибивал вот такую доску, еще вот глухарем здесь 8 на 100, наверное, как сказать, закрутил. Дополнительно вот тут у меня стоит такая стойка. И эту стойку, ну, блин, избушка гуляет, и он, хрен пойми, что-то ненадежно он стоит. Я хочу здесь просверлить отверстие, прям насквозь, через потолок. И это жимом, там тоже поперек, на потолке поперек бревно поставлю, тоже бревно просверлю. И уже, чтобы, как сказать, насквозь этот жим прижать, эту доску, потолок и бревно. Короче, объяснять я долго буду. Лучше, как сделаю, там покажу, посмотрите, увидите. Ну вот, ребят, вон он наш жим. Короче, сюда сейчас буду ставить бревно, но примерно 3 метра. Где-то, да. 3 метра тоже просверлю отверстие. И уже через это бревно вот дальше пойдет этот, как сказать, эта струна. Шпилька, струна, как еще. Такие дела, ребят. Ну, в принципе, быстро просверлил тут. Все получилось. Здесь вот так, такая картина у меня. Бардак. Что еще добавить? Тут валежник лежит. Отсюда у нас спилю. Примерно 3 метра. Да, ну отсюда и возьму.
Короче, не вовремя сел аккумулятор. Я там, в принципе, закончил работу. Только гаечный ключ мне нужен. Вот так все выглядит. Такой остаток. Это на первую избу пойдет. Немножко удлиню, там пруд сварю, приварю его. И также там сделаю. Точь-точь. Вот. Можно еще, конечно. Но там упиралось. И пришлось вот так сделать. Торчит слишком много. Что возможно, сейчас я закручу эти гайки. И так и оставлю. В следующий раз, когда приеду, может осенью или когда получится приехать, я привезу ключ и уже затяну до последнего так. И все. Все будет безопасно. Потолок, как сказать, не обвалится. Если это не сделать, там на гвоздях у меня и на глухаре там как-то не доверяю очень. А сейчас уже насквозь я затяну и уже 100% ничего не случится. Потому что вес здесь очень много. Там я обрезал три плахи таких. Они на соплях висят там на одной доске. Но упор сейчас можно уже, в принципе, убрать, но тоже упор пока оставлю. Все, осенью уберу и затяну. А здесь вот так все выглядит. В принципе, уже год получается будет осенью, как я здесь так сделал. Мне все устраивает, в принципе. Можете писать, учить, там, что хотите, то и пишите. А я делаю, как умею, как думаю, как сказать. Одним словом, как умею, так и делаю. Что еще добавить тут? 3 гайки. Не пожалел я гаек, потому что резьба здесь, ну, сырец этот. Эти шпильки, эти это как называется, металл сырец. Он мягкий. И ни один человек уже мне говорил, что просто когда вот жим делают, там дома, там брус, просто резьба не выдерживает. Ну, сейчас уже 3 гайки. Все ништяк. Вот так. Блин, ключ забыл. Не помню, какой тут. Или 19, или 21. Но не меньше 19. 14, как сказать. Гайка 14. Вот так. Вот, еще я сделаю, знаете что? Я навес привез. И все равно каждый год весной и осенью мне приходится туда подниматься. И все время я доски снимаю. Сейчас я такой небольшое дверцу сделаю. Такую дверь небольшую сделаю. И чтобы уже, как сказать, будет он на навес, повешу на навес и будет открываться, закрываться. Себя облегчу тоже. Вот. Из этих досок сделаю небольшую дверцу. Вот. Все получилось. В принципе, очень даже неплохо. Вот ключ нужен, блин. Ключа тут нет у меня. Так, подожди. Да, нету. Бесполезно даже думать, искать. Тулан место ищет от комаров. Иди в свою будку. Тулан, лак, пошли. Лак будка, лак пыр. Тула, пырма, пыр. Вон там будка. Тепло, уютно. Лак пыр, вон пыр. Там смотри, тут щена сколько навалом. Не хочет. Там остатки каши у него и все есть.
Ну что, дела идут. Зритель смотрит. Как вы видели, немножко я поработал. Тут такая дверца сделала маленькая. Самое то. Я влезаю. В любое время года сейчас можно там открыть, зайти, посмотреть, что там. Сейчас я попью чай. Но свою запланированную работу я выполнил. У меня две задачи было на сегодня. Это, как сказать, жим сделать. Вот этот, который, как же, не струна, а шпильки. Вот. Поставил и дверцы сделал. В принципе, больше тут делать нечего. Сейчас я попью чай и пойду на рыбалку. Попробую на хариуса спиннинг покидаю. Ну, наверное, скоро дождь начнется. Погода вообще вон такая пасмурная. Вот, смотрите, сколько свежего подсада. Косишь, убираешь, все равно он зарастает, блин. Каждый год, 2 раза в год надо косить. Тут такая трава. Вот, не знаю, вот там закрыть нет на ночь. Вот этот. У меня же все открыто, чтобы продувало. Вон, я приготовил бревно. Ну, чтобы поставить. Не знаю, если комары будут беспокоить, встану там, закрою. Сейчас пока открытым оставлю. В избушке прохладно, и комаров там практически нету. Ну, залетает, но мало. На тепло они обычно идут. Вот. Чай подогрел. Костер топится. Дым. Мы обычно, когда сено косили, вот такие костры делали. Вот ведро. Любое ведро. 10 литров, вот скажем, ведро. 10-литровое ведро. Зажигали там костер небольшой, мини-костер в ведре. Всякие разные там щепки, угли, там любые дрова. И это ведро уже когда разгорится, вот такая сырую траву рвали и туда закидывали ведро и ставили вот здесь, вот скажем, вот возле двери. И когда сырую траву вот туда ложишь, там очень много дыма получается. И вот так мы отгоняли этого, как сказать, комаров. Вот видите, как дождь начинается. Птицы поют. Уток не видел сегодня. Они, наверное, на гнезде сидят где-то. Сейчас, наверное, самая то пора. Сейчас, наверное, вся боровая птица на гнезде сидит. Утки, птица боровая. Так что будем ждать, что все нормально пройдет. Будет дичь. Вот. Ладно, сейчас я зайду в избу и просто отдохну. Попью чайок, в горле пересох. Блин, сушняк полный. Тут прохладно. Тут прохладно, ребята. Так, ребят, сходил за берестой. Ну, скажу вам, не все деревья еще. Ну, маловато, как сказать, тепла не хватает. Поэтому еще береста не отходит. Но немножко собрал. Вот такое количество. И смотрите, какая погода. То прекращается дождь, то снова начинается. Может быть, даже, ну, затянуло все небо, как начнет сейчас, и не перестанет. Топится печка,
экономка наша. Вот, сходил за дровами, там одна большая поляна, крупнее этого я принес. Вон оттуда, там еще осталось, наверное, штук 4 или 5. Это прошлогодние дрова. Вот расколол, на ночь я ставил там в избушке. Тулан куда-то ушел. Ну, здесь и деревья поблизости нету березы. Основная березняк вон там, за озером. Там, ну, где-то гектар, наверное, сплошь береза. Если туда сходить, там бересту можно набрать. Вот. Ну, хотя бы еще вот столько набрать, и на целый год мне хватит. Вот эту пачку я здесь в коридоре оставлю, прямо здесь. Это уже для гостей, если вдруг кто придет, чтобы будет там чем-то пить. Вот. А это в складовку уберу. Это для себя запас сделаю. Вот. Так что никого в обиде не оставим. Самое главное, чтобы хорошо, если заночую, чтобы порядок за собой оставляли и пожарную безопасность. Также. Сегодня сыро, классно. Я не боюсь, зажег даже мангал. Хотя газовую горелку взял. Вот, не понадобилось пока. Здесь варю, чай там кипять, суп сварил, чайник там. Опять уже вот как-то стихает. Непонятно погода. Так, ребят, одним словом, я собрался на рыбалку. Сейчас тулана надо побрызгать. Какой? От клещей, от чего? Энли! Энли! Успокойся, чил. Ну-ка. Короче, взял снасти, ведро, топор. Ну, сходим мы на вечернюю рыбалку. Удочка у меня на этом, в лодке. На спиннинг. Спиннинг покидаю. Хочется порыбачить. Такие дела. Тут немножко заготовил дрова. Это на осень тоже. Ну, камлевые вот так оставил. Ну, буду на избу таскать. У меня тут колебалка еще есть. Вот такие колебалки. Ни разу не пробовал. Это от подписчиков. Не помню уже, кто отправлял. К сожалению, не помню. Вот. Ну, попробуем, что-то поймаем или нет.